Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, աբեկչության 26-րդ տարելիցը, եթե հիշում եք ինչ-որ բան այդ ժամանակներից, խնդրեմ, ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է, թե այնինչ տեղի ունեցավ այդ ժամանակ 26 տարի առաջ Հայաստանում, կարող էր բերել արտաքին էսկալացիայի։ Скорее всего, могли воспользоваться этим наши соседи, просто они не были в достаточной степени к этому подготовлены. Вообще нужно учитывать, что когда бьешь очень далеко и что-то там очень огромное взрывается, если ты этим не пользуешься, ты просто садист какой-то. А если ты пользуешься этим, значит нужно быть подготовленным, чтобы так далеко стрелять. Бакинская республика и ее вооруженные силы не были подготовлены к тому, чтобы воспользоваться тем кавардаком, который организовался ввиду убийства премьер-министра. Скорее всего, там были замешаны другие силы. Возможно, не напрямую, но подталкивали. Ну, как, скажем, 200 лет назад, или там сколько уже, да, 200 лет назад, скажем, царя Павла убили. Или как 100 лет назад убили Распутина. Вроде не участвовала внешняя сила, но так слегка видна рука внешней силы. Возможно, какая-то внешняя сила все это, так сказать, курировала. И даже исполнители не знали, что талантливые организаторские способности Нарика Гунаняна привели к такой достаточно грамотно проведенной спецоперации, а какие-то внешние кураторы. Կա այդ վերսիան, ճիշտ է։ Ոչրագործների այդքան զենք զինամթերքով արժե մտնելը ում պատասխանատվության տիրույթ ուներ։ Ну, учитывая, что я в 96-м году был одним из временных военных комендантов в 96-м сентябре здания парламента Армении ввиду событий сентября 96-го года, я прекрасно понимаю, как там тогда была устроена, значит, пропускная система, как там оборона этого наиважнейшего здания. То есть можно было провести, да? Достаточно легко можно было пронести, спрятав под полой длинного плаща или пальто осеннего. Была осень, не очень жарко, тепло, не так, как сейчас, было прохладно. И ни у кого не возник бы вопрос, почему в плаще или, скажем, в демисезонном пальто зашли посетители к конкретному, скажем, депутату. А получить разрешение пройти при помощи, по поводу встречи с каким-нибудь депутатом, это в порядке вещей, это нормальная практика. То есть нужно было просто найти депутата, озвучить какую-то грамотную тему, которая его заинтересовала бы, получить пропуск. Это очень грамотная спецоперация. И, скорее всего, кто-то так поддакивал, помогал. Скорее всего. Я не думаю, что скаутский дружинник или там дружинный начальник скаутского движения, Нарик Гунанян, он был в скаутской организации, мог такое спланировать. Это попахивает спецназом какой-то серьезной страны. Հիմա գանք հայ-ադրբեջանական հայտարարությունների, որոնք վերաբերում են ճանապարհների ապաշրջափակմանը, սկզբից Բաքուն հայտարարեց, հետո այսօր արձագանքել է պաշտոնական Երևանը, առաջանում է մի այլ հարց, այս հայտարարությունները հնչում են առանց սահմանազատումը հաշվի առնելու, ինչպես հասկանալ, կամ առանց սահմանազատման գործընթացը խթանելու։ Дело в том, что этот вопрос, скорее всего, должен был быть направлен, скажем, политику международнику. Но если так посмотреть в военно-политическом смысле, вы очень серьезный вопрос поднимаете. Без демаркации, даже не делимитации, а демаркации, то есть уже проведение границы, не разведение. Да, есть территории, которые оккупированы, притом были оккупированы после того, как подписали, значит, в ноябре 2020 года руководитель Бакинской республики, руководитель Армянской республики и руководитель Российской Федерации. То есть после этого были агрессивные действия.
которые достаточно неожиданно, к сожалению, оказались для наших вооруженных сил, и было оккупировано порядка 200 гектаров земли, то есть нет, 200 квадратных километров земли в Джермукском и в Капанском районах. Эти вопросы не улажены, и как может действовать дорога, я так сложно представляю. Во-первых, демаркация, она просто обязательна. Во-вторых, должно быть уважение к подписанным бумагам. Вот единственная бумага, которая подписана даже не до, а до сих пор, с 1989 года до сих пор, это, значит, нет, прошу прощения, с 94 мая месяца, единственная бумага, которая достаточно весомая, это ноябрьские соглашения двух президентов и нашего премьер-министра. Если к этой бумаге нет серьезного отношения, то как можно серьезно относиться к бумаге, которая подписана и звучит, что это намерение о хороших манерах, мамой клянусь, все будет хорошо. Ну, это несерьезно. Всего лишь президент Америки и в этом заинтересован. А завтра он может быть не заинтересован. Послезавтра он может быть заинтересован в обратном. И где гарантии, что особенно вот в этих условиях, когда Армянская республика и Арцахская республика совместно потеряли несколько сот единиц бронетехники, несколько сот единиц артиллерии, и это достаточно трудновосполнимые ресурсы, учитывая особенно вот это русско-русский конфликт в Московской и Киевской Руси, я имею в виду, это гражданской войны, там огромное количество всего этого потребляется. То есть восполнить нам не по очень рыночным ценам очень сложно эти потери. И вот не восполнив, мы достаточно, ну, если не сказать уязвимы, то хотя бы соблазнительны для вооруженных сил Бакинской республики и курирующего старшего брата из Анкары. Հենց Անկարան Բաքուն տպավորությունը այնպեսին է, որ առաջնորդում են Վաշինգտոնի ցանկությամբ եւ դրանց արած հայտարարությունները վկայում են այդ մասին։ Մյուս կարևոր հարցը, այդ дեպքում կարող է կնքվել խաղաղության պայմանագիր, երբ էլ կնքվի, առանց գերիների հարցի լուծման։ Ну, это будет достаточно трудно сделать. Во-первых, там, кроме пленных, есть еще гражданские заложники. Есть заложники, которые привлечены, вот в этом статусе находятся только лишь потому, что они армяне. И должен быть определенный градус доверия, как и в случае с доверием к бумагам, подписанным с Баку, у нас должны быть, значит, такие взаимоотношения, когда... Вот смотрите, они нам говорят, нужно поменять Конституцию. Я это сам слышал в интервью помощник президента или советник президента Гаджиев, по-моему. Ну, я много читал в разных источниках, но лично видел, как он это сказал. Гаджиев, по-моему. А у них нечего менять? А у них нечего менять в школьной программе, нечего менять в учебниках. Я сколько лет, наверное, 15 назад с удивлением обнаружил математическую задачу, где ну, армянофобия просто захлестывает. Математическая задача, которая звучит примерно так. Беженец из Ходжалу, которого преследуют армянские боевики, столько пробежал. Это математическая задача для ребенка. Может, все-таки зеркало полезная вещь? И перед тем, как у нас требовать изменения в Конституции, может, более основные вещи нужно менять у них? Все-таки учебник,
он более основной, потому что это в голову ребенка входит. А с Конституцией очень многие граждане, я бы сказал, такое критическое большинство, не знакомы.